5 часов 15 минут, ребят. Сижу вот за столом. Затопил печку где-то полчаса назад уже, наверное. Пока там рыбу чистил. Быстро стемнело все. Рыбу чистил. А перед этим у меня были, ребята, пастырушки. Я сижу весь расстроен. Я не знаю. Что и говорить. Пол пачки настрелял. Пострелял я из карабина. Я и раньше говорил, что хочу пострелять. Ну, расстояние 50 метров банка. И то проблематично попасть 50 метров в банку. Я не знаю, что случилось с карабином. Помните, тоже я рассказывал, когда я переходил речку, я прикинулся на винтовку. Может, с оптическим прицелом что-то случилось? Не могу понять. То влево попадает, то выше попадает, то в центр, то ниже. Что случилось? Навел там, у меня выше стал стрелять, я навел. Вроде попадаешь, потом еще выстрел сделаешь, опять в другое место стреляет. Что случилось? Как будто кажется, что после выстрела сбивается. Действительно сбивается оптический прицел, или я не знаю. Как-то я в задумках у меня было Nikon брать, но вот почему-то я ну не почему, а сэкономил вообще, сэкономил. Нужные вещи я прикупил для себя, оптический прицел, но Nikon я отложил. И разрядилась разрядился, как сказать, фонарик. А вот этот пилад, я думаю, что-то случилось с оптикой все-таки. Завтра, наверное, если думаю, еще постреляю с открытого прицела, как пули пойдут. Я расстроен. До этого хорошо стрелял, и до 150 метров я пристреливал. Нормально стреляло ружье. Вот, скажем, когда я упал на оружие, ну, не так сильно, но все равно я чувствовал себе, что ружье подо мной и карабин. И после этого на охоте я ни в кого не стрелял. И, скажем, если попался мне в глухарь, чтобы пострелять, я 100% в него бы не попал. Потому что сегодня с 50 метров у меня пули идут не туда, куда мне надо. Вот такие могут быть дела, делишки. Если буду уверен, что оптический прицел виноват, я все-таки поменяю это. И прикуплю какой-нибудь другой. Может, этот пилот не выдерживает выстрела карабина. У меня до этого на 20-м калибре с мелкашкой стоял
этот прицел, вот именно этот. И 1000 выстрелов я делал из мелкашки, и с гладкоствольного оружия приходилось стрелять. Ну и так я пристреливал пулю именно с гладкоствольного на оптический прицел. Такие выстрелы тоже частенько бывало. Или иногда оптический прицел на оружие стоит, я стреляю из дроби. Бывает еще такие нюансы. Открываешь, ты стреляешь из одной пачки патронов. Вот патрон закончился. Открываешь другую пачку, а другая пачка уже по-другому уже стреляет. Бывает и такое. Каждый раз, в принципе, надо... Ты новую пачку открыл, лучше один раз выстрелить банку, не пожалеть патрон, выстрелить банку, как полетит пуля. Это совет, лично мой совет. А от мелкашки бывает, очень даже бывает, пули по-разному летят. Может ниже лететь, может выше от перепада погоды, давления. Это 100% влияет. Если, скажем, ну там, кто связан с оружием, понимает. Надо фонарик, наверное, подзарядить. Что-то быстро он разрядился. И вот этот фонарик я прикупил в Алиэкспрессе. Он заряжается от пауэрбанка. И вот один минус, ребята, если вы пешком ходите в походы, лучше берите с батарейками, которые фонарики. Батарейку поменял и дальше иди. Пауэрбанк, скажем, большой пауэрбанк ты таскать не будешь. Неудобный. Неудобно. Так что, думаю, все, пусть заряжается. Лучше фонарик с батарейками. Это мой тоже совет. Потому что вот сейчас по пути, если ты в тайге только этот фонарик взял, а пауэрбанк забыл, полпути может отказать и все. А с батарейкой это быстро поменял и дальше идешь. Вот как бы у меня навигатор. У меня навигатор и батарейка там еще запасной. Так что такие дела. Сразу посветлело. Пауэрбанка ярко светит. Ну что еще? В принципе, сегодня последняя ночь. Завтра поеду домой. Охотились нормально. Очень даже хорошо. Некоторые моменты показал охоты. Всю охоту, конечно, всю добытую дичь я никогда не показываю. Это как бы пусть будет секретом. Какие-то секреты должны быть все равно. Что добыл, сколько добыл, это знаю только я. А вам показал, что вот лично мне хотелось показать некоторые моменты. Так что много раз мне пишут, что охотник, сидишь, нихуя, ничего не добываешь, и опять Олег остался без мяса. Вы ошибаетесь. Я всегда что-то добываю, но, может быть, не все показываю.
Так что, ну, это тоже зависит от удачи, как повезет. Медведей сей год вот именно здесь не было. Были пометы там, здесь, везде есть, но именно свежих ничего нету. Они ушли. Ушли возле Щел, может, где-то, или еще. Ну, я это уже повторяюсь, я думаю. Это вчерашний вот, печень у глухаря. Очень вкусно. Желудок. Также у рябчиков. Когда ты правильно приготовишь желудок у боровой птицы, ты ничего вкуснее будешь считать, что не ел. Потому что я не знаю, с чем сравнивать. Очень вкусное, нежное мясо получается от желудка. Там мясо, действительно мясо тут. На ужин, скажем, перед сном. У меня там на сковороде жарится мелкая рыба и икра, что я набрал за всю рыбалку. Икра, печень тоже у щуки. У окуня там икра. Все это жарится. Вот так. Ладно, поговорил. Сегодня бродил один. Без собак. Бывает, без собаки больше настреляешь. Есть такое дело. Но бывает и собака в помощь тоже. Я лично люблю собак. Ну, они как бы с ними я общаюсь тоже. Айда отлично сработала в этом году. Отлично работала. Прямо скажу. И 5 с плюсом я ей ставлю. Очень хорошо, отлично искала. Лаяла там. Но одни плюсы. У Тулана одни минусы. Но один плюс, когда вот он за оленями побежал. Побежал. Думал, что будет работать по зверю. Но кроме этого... Но он активно ходит, очень много далеко ходит. Поиск очень большой. Но результата никакого не дал. Как бы лаял там несколько раз, но балуется, наверное, думаю, белками. А насчет глухарей там нет. На боровую дичь он как-то не среагирует, не реагирует, то есть. Я не знаю почему. Ну, ему в этом 27 декабря, думаю, исполнится 2. Так, повербанку включу.
меняется все. И ему исполнится 2 года. И за эти 2 года пока 0 от него пользы. Так и не мог приучить переходить речку, ручей, не в моих силах. Многие винтуют, что я виноват, что с малых щенка, возраста щенка я не приучил. Но это неправильное замечание вы делаете. Это никакой роли не играет. Это сам по себе психика у собаки такая. Есть у меня знакомый односельчанин, даже сосед недалеко живет. И он увидел, когда я переправлял на лодке собаку. Ну и я ему говорю, вот, говорю, у меня такая проблема, не переходит речку. И может быть, говорит, он и не перейдет. У него, он так мне говорит, у меня, говорит, собака была такая тоже. Ты его бросай из лодки, не бросай. Бесполезно, говорит. Никак не мог я приучить. И эта проблема осталась. Вот и у него тоже, у Тулана. Эта проблема идет пока. Все говорю пока. Эта проблема у Тулана, эта проблема пока не переплыл речку. Эта проблема у Тулана пока не залаял боровую дичь. И этой проблемы пока накапливается. Все говорят, что с 3 лет западносибирская лайка с 3 лет начинает работать. Но ждать тоже некоторые 7 лет ждут. Я никогда так не ждал. Не знаю, буду ли ждать. Собака в год уже должен давать результат. Но ему исполняется 2 года, и такая охота в этом году была тоже. Были и кополухи, были и глухари, но нигде он ничего не залаял. 2 раза он терялся. Это я говорю про Тулана. На ровном месте. 1 раз Заречье, когда первый день мы пошли. Ничего, я много стал говорить, но кому надо, слушают. А кому не интересно, они уходят. А мне вот хочется что-то поговорить. Насчет Тулана, вот дальше продолжаю. Многие любят его, Тулана. Но он красивый, хороший, вроде и хитроватый. Хитроватый, непослушный. И вот первый раз, когда он пришел к лодке, это непростительно. Вот когда он по своему следу находит след свой, и знает, куда идти. А вот где вот хозяин, и надо идти к хозяину в любой, как сказать, в любых ситуациях надо найти хозяина и идти к нему. В радости или, может, хозяин в беде или еще. Собака должна быть у хозяина. Если сравнить с Айдой, Айда меня никогда в жизни не бросит. Никогда в жизни. Она будет под ногами, но она со мной. И также она работает. Есть птица, она уходит, знаете, может уйти очень далеко.
Не буду вот говорить там 50 метров, 100 метров, полкилометра. Уходит до того момента, где находится птица. Она азартная, ищет. А тулан предатель. Это я вам, как сказать. И если почувствует сучку тулан, ну, это кобель, также уйдет. Второй раз. Я не считаю это оленя. Олень за оленем побежал, фиг с ним, это пусть работает. Но он также в избушку пришел. Не за мной пошел. Хотя у Айды там след был, мой след. Мог ведь он за нами прийти. Я его свистел. Но фиг с ним, пошел за добычей. Простительно. Еще один случай был. Я уже не стал снимать, мне стыдно даже. Стыдно такие моменты заснять. Короче, пошли мы. Это, получается, вчера заречье, когда на север даже ходили. Пошли, но он впереди шурует, идет и идет. И дошли до того же места, где он первый раз терялся. Ну и, короче, он пошел, я его вижу, он дальше пошел, я туда сходил и обратно возвращаюсь, но по другому направлению мне надо идти. Я иду, он начал лаять. Лает, жестко лает. Я думал, какую-то добычу лает. Думаю, с белкой опять играет. Уже начал к нему возвращаться. Ну, думаю, посмотрю и думаю, поснимаю, что там лает. И я вдруг услышал, ребята, этот ноющий у него лай. Слышите, когда он не может переходить речку или еще, вот такой. Ёб твою мать, блядь, думаю. Опять он потерял меня. И действительно, вот на этом же пятачке. Что за магнитное место у него, что с головой случается там. Голова вроде, блядь, больше моей, но ни хрена не варит. Короче, позвал, вижу, смотрю, идет. Вот после этого, с того места, он и ходил, много ходил, но плюс хороший, он ищет и много ходит. Но и тоже теряется на ровном месте. Это, ну, давайте посмотрим, что будет через год. Что-то изменится или нет. Но за эти 2 сезона я от него толку никакого не взял. Это ничего, это, как сказать, ничего такого серьезного нету в собаке в том, что он лает летом летнюю белку. Потому что белка летняя. Белка сама лает собаку. Он щелкает, он отзывается, шумный он. И собака находит быстрее. А вот осенью уже, когда шкура у него как бы хорошая, не хитрый становится, и собака
собак их тяжелее найти. И за вот этот сезон мы, что вот, ну, не скажу, что мы много были здесь, но все равно я считаю это сезоном. Это мой сезон. И у меня больше, ну, нет настроения больше здесь находиться. Свою норму мы выполнили, что нам дано, мы добыли, а что не наше, он бесполезно загоняться или догонять, или еще искать. Мы свое взяли. Все. И что-то я тоже от темы ушел и забыл. Что-то хотел еще сказать. Вот это да. Вот это я проболтал. Ну, насчет собак я немножко поговорил. Какая у меня Айда и какой Тулан. По идее, действительно надо собак менять. Айда трусливая в крупных, ну, скажем, если крупный зверь там встретится. Но и в то же время она как бы предупреждает меня, и по буровой хорошо работает. Айду я буду держать и дальше. А Тулан, давайте еще год подождем, посмотрим. Как себе будет, ну, как будет работать. А так я люблю обеих собак. Они как член семьи. Ну и этот член семьи, когда ты держишь и кормишь их круглый год, хоть немножко, чтобы тоже работали, дали какой-то результат. Посмотрим, ребят, в будущем году, как все будет. Самое главное, чтобы здоровье было, дичи, чтобы было в лесу, и все будет окей. А на этом, наверное, я буду, в общем, закончим эту беседу. Опять будут мне писать, что я философ. Так, поболтал, и то ладно. А с кем я еще буду болтать? Вот, я научился говорить с видеокамерой. Вот и болтаю. А вы слушайте. Вот так. У меня, как всегда, тут бардак. Но мне все это устраивает. Все под рукой. Я живу так, как хочу. Вот именно вот свобода, это и есть свобода. А если ты вдвоем, троем, уже надо подстраиваться под человека или еще. А я один, сам себе хозяин. Вот так вот. А что-то с оптическим прицелом случилось. Я не знаю только что. Будем решать проблему. В общем, все, ребят. До завтра. Завтра поедем домой. Завтра я еще на где-то часик по тайге пройдусь. Там еще один уголок без собак, со свистком, с манком. И не спеша буду собираться. Заготовлю еще дрова.
для путников кто-нибудь, если придет. Если не придет, я, может, в ноябре здесь буду. Уже чтобы дрова тоже немножко было. Ну, такие планы. В общем, все. До завтра.